Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего вам не избежать? Каких событий, каких перемен? Будем смотреть с вами на события до конца года. Задайте вопрос от своего имени, лично сами, вслух, либо про себя. Спросите так. Чего мне не избежать? Каких событий, каких перемен, каких обстоятельств? И давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, много фрагментов вышло, отсыпка общая, у кого-то отыграется все, а у кого-то из вас отыграется частично. Но если вы зашли на это видео, значит здесь явно информация для вас. Давайте начнем с этой змеи, которой вы голову отрываете. Просто берете руками так и отрываете, хрясь и нету. Конечно, то еще удовольствие, но по-другому здесь нельзя. Змеи обычно это враги, это недоброжелатели. Это люди, которые отравляют жизнь. Видно, эта змея настолько сильно вас достанет, что не будет другого пути, не будет другого решения, не будет никакой другой возможности, как просто взять и оторвать ей голову. Сделаете вы это неожиданно для себя легко, как будто бы играючи. Да. Вы очень сильная личность, вы еще многого о себе не знаете, еще многое предстоит о себе узнать, познать, но этой змее, огромной, кстати, змее, вот прям такая толстенная, как анаконда, либо удав, вы голову точно оторвете. Это будет шок, это будет зрелищно, об этом будут люди говорить. Причем будут говорить как и свои, так и чужие, ну а шоком это будет прям для всех. Вот еще раз говорю, как-то легко играючи вы отрываете голову змее. Ну, потому что довели, ну, потому что достали, ну, потому что нет других вариантов. Все случится как будто бы само собой. Змея без головы не опасна больше ни для вас, ни для других людей. Все прекрасно, вы герой, либо героиня, и люди о вас говорят. Люди вас прославляют, люди вас благодарят за то, что вы это сделали. Ну и вы, опять же, сами от себя тоже в шоке, потому что не знали, что на это способны. Ну, как-то так идет. Одной змеей меньше. Явно все пойдет во благо. Дальше. Между мужчиной и женщиной ссоры прекратятся, либо какие-то выяснения отношений. Что-то вот между вами плохое прекратится. Кстати, может быть, эта змея была причастна к тому, что вы ссорились, ругались. Может быть, какие-то другие причины. У кого-то может быть материальная причина. То есть денег в семье не хватало, и вы постоянно из-за этого ссорились. Может быть ревность, может быть подозрительность, может быть еще что-то. Да, вы все очень разные. Но вижу, что ссоры сойдут на нет, а вместо ссор вспыхнет искра. Очень-очень яркая и просто потянет к друг другу со страшной силой. Вместо того, чтобы ругаться, будете заниматься любовью. Да? Проводить вместе время, как говорится, и с пользой, и с удовольствием, и с радостью. Да, именно так и показано. То есть вы вы этого не ждете. Вам кажется, что вот мы так будем ругаться, пока не разругаемся в хлам, пока не разведемся. На самом деле все будет ровно наоборот. Неизбежно сохранить отношения, неизбежно помириться, восстановиться и сменить окрас ваших отношений из негативного в абсолютно позитивный, страстный, любовный формат.
Вот, хотите верьте, хотите нет, но именно так оно и будет. Но с левой стороны, конечно, да, сейчас вы в это не верите, вам кажется, что это невозможно, но песочек уже все показал. Вы друг к другу просто намертво приклеены, пришиты. Друг от друга вы никуда не денетесь, потому что вы друг для друга созданы, вы две половинки одного сердечка, и вам с друг другом по судьбе прожить много-много лет в счастливом браке. Вот. Поэтому, девчонки, парни, кто меня смотрит, это неизбежно. Вот. Закончите вы свои эти притирки, скорее всего, да, это были притирки, либо какие-то вот жизненные обстоятельства немножко негативного характера. Лезла змея, либо денег действительно в семье не хватало, из-за этого вы ссорились. Как только змеи не будет, как только материальное положение пойдет в рост, в прогресс, да, сразу все поменяется. Вам незачем будет ссориться, ругаться, будете предаваться любви. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то отдых показан, либо возможность расслабиться. Опять же, вы разные. Кто-то сможет отдохнуть, причем по-настоящему, по-взрослому. Действительно, время, потраченное с пользой для себя, на пользу себе, на пользу своего здоровья, отдых, может быть, даже куда-то полетите, пойдете, поедете. Да? Вот место, где вы можете действительно отключиться от всех проблем, от всех забот и просто наслаждаться жизнью, отдыхать. Ну, а у других отыграется возможность облегчить свою жизнь, да, сделать все более комфортной, менее стрессовой, больше, например, заниматься тем, что вам нравится, чем тем, чем должно. Да? Ну, допустим, меньше работать, больше отдыхать, там, встречаться с друзьями, проводить время с семьей. Вот какие-то качественные изменения идут в вашей жизни. То, что действительно порадует, то, что действительно желанно, то, что действительно пойдет на благо. Быть именно сейчас вы ищете такие возможности, чтобы действительно отдохнуть, либо снизить ту интенсивную нагрузку, которую несете на своих плечах. Да? Потому что задолбались вы каждый день там вставать ни свет ни заря, идти на работу, потом затемно возвращаться, готовить, стирать, убирать, уже прям совсем сил нет. Что-то будете менять, что-то будете предпринимать, и у вас все получится. Либо здорово отдохнете, либо действительно перестроите свою жизнь, перестроите свой график так, чтобы времени хватало на все. Чтобы не мучиться, а именно жить и жить в свое удовольствие. Дальше, мои хорошие, какая-то тайна вам раскроется. Причем тайна то ли семейная, то ли какие-то близкие вам люди. Что-то от вас спрятали, скрывали. И это раскроется. Если честно, вам не очень понравится то, что раскроется. Но с другой стороны, вы будете благодарны за то, что люди вам правду сказали. Либо правда стала вам доступна. Вот. Что-то такое узнаете, о чем не думали, не подозревали и, в принципе, да, даже подумать не могли. Какая-то тайна раскроется, правдивая информация показана. Острая, но, тем не менее, правдивая. Еще, мои хорошие, слона заставляете вверх хобот поднять. Тяжело будет это сделать, но вы такая, вы можете, вы заставите. Ну, либо мужчина, если смотрите меня, мою отсылку, просто переворачивайте на себя. Слон у вас хоть и дрессированный, но тем не менее, то ли уставший, то ли... Ну, все может быть, да, ладно, не будем гадать. Вижу, что вы с какой-то вот из попыток, может быть, там, 5-й, 10-й, 50-й, слона все-таки хобот вверх заставляете поднять. Я так понимаю, что здесь речь идет о какой-то определенной сумме, да, вам нужна сумма, либо вам нужен определенный уровень дохода. Да, придется покрутиться, повертеться, что-то предпринять, придумать, перенастроить, настроить и все-таки своего добиться. Кто денег хочет заработать, вы их точно заработаете. Кто хочет увеличить, улучшить свое материальное положение, у вас это получится. Главное, будьте понастойчивее и поизобретательней. Вот вижу, что вы себя сдерживаете. Вот как ни крути, что-то вы себе не разрешаете, не позволяете. Какой-то сдерживающий момент присутствует.
какая-то рамочка есть, да, барьерчик, рамочка, и вы такая: нет, туда не ногой. Хотя стоит это сделать. Но тут, смотрите, как и себя прокачаете, и материальное положение улучшите. Кстати, возможно, вы от близкого человека, вот, допустим, здесь вы ругались из-за того, что денег нет, может быть, доругаетесь до того, что мужчина таки начнет там больше зарабатывать, да, либо женщина меньше тратить будет. Ну, это так утрированно, конечно, говорю. Все возможно на самом деле, но ваш слон хобот вверх все-таки поднимет. Причем не просто поднимет, а вот прям конкретно под таким вот прям углом 90 градусов. Это хороший знак, просто прекрасный. Дальше. Вижу я, что какой-то человек от вас отстанет. Какой-то вот приставала, прилипала, приставала. Кто-то прям вам покою не дает. Человек преследует, навязывается, чего-то от вас требует, хочет. Может быть, даже и не человек, может быть, это какая-то организация, учреждение. Ну вот какое-то приставание, надоедание и то, что прям уже бесит. Ну, в прямом смысле слова. Вижу, что удастся вам не только отбиться от этого приставалы, но и как-то этого человека, либо эту организацию блокануть, чтобы, в принципе, да, к вам не подходили, вас не беспокоили, вас не трогали. Что-то вы такое вот прям узнаете, провернете, сделаете, что все от вас ненужные там люди отпадут, отвалятся, отстанут. Собой гордиться будете. А может быть, вас, кстати, кто-то научит, либо какой-то отдельный крутой совет вам дадут. И вы этим советом воспользуетесь и себя обезопасите, да? От ненужных приставучих людей избавитесь. Причем, ну вот четко, конкретно и навсегда. Да, как забор между вами и теми, кто к вам пристает, либо тем, кто к вам пристает. Забор просто невероятно мощный, сильный и очень-очень высокий. Да, прям на века, на века. Не знаю, вот вижу я в этой отсыпке, вот идет такая энергетика человека очень креативного, очень изобретательного, человек, который способен на то, на что другие не способны, что другим не снилось. Но почему-то все время идет ощущение, что вы сами себя сдерживаете. Уж не знаю, почему у вас так. А ну-ка, подумайте. Не нужно себя сдерживать. Да какая разница, кто что подумает про вас? Какая разница, кто что скажет? Если вы не нарушаете закон, если вы не делаете какие-то противоправные действия, почему нет? Почему не позволить своему мозгу креативно работать? Почему вы боитесь быть первопроходцем? Почему боитесь быть пионером? Задавайте тон, задавайте ритм, пусть на вас равняются. Не думайте о том, что вас кто-то осудит. Я этого не вижу. Осуждать вас могут только дураки. Конченые, причем дураки. А нормальные люди, наоборот, за пример будут брать ваши поступки, ваше поведение и ваши достижения. Вот поверьте. Кстати, вот по поводу вашей креативности. Здесь такой момент, он плавающий, сразу говорю, честно говорю. У кого-то из вас есть очень мощная возможность до конца года прославиться в своем кругу, в своем обществе, в мировом масштабе, да, прям как-то громко и ясно о себе заявить, так, чтобы о вас люди говорили, чтобы люди вас знали. Вот есть такая возможность. Но опять же, вот эта планочка, она стоит между вами и вот этим моментом славы. Поэтому возможность у вас идет плавающая. Если вы задумаетесь о моих словах, если вы честно себя спросите, ну от чего я боюсь, от чего я стесняюсь, кого я стесняюсь, зачем я стесняюсь, и позволите себе проявить свое креативное мышление, свой нестандартный подход, творческий подход, вот серьезно, вы действительно прославитесь. Почему бы и нет? Почему? Зачем вам сидеть в тени, если вы как солнце? Вам светить надо, понимаете? Вы звезда по имени Солнце. Это не шутка, и я не утрирую. Но здесь это показано. Но вы почему-то себя сдерживаете. Так, еще вижу, что кто-то наконец-таки появится. Появится тот, кто должен появиться. Здесь как какое-то обещание либо конкретно вам человек давал, что вот я приду, я приеду,
я напишу, я отзвонюсь. Либо это обещание судьбы. То есть обещан был вам какой-то человек, что этот человек в вашей жизни появится. Ну, допустим, обещанный суженый, обещанный спаситель, помощник, наставник, целитель. Да, вот что-то обещанное мне идет. Именно этот человек появится, птицей влетит в вашу жизнь. Очень как-то быстро, резко, так что и опомниться не успеете. То, что обещано, то будет и исполнено. Будь то судьба, будь то обещание конкретного человека. Дальше, мои хорошие, показано, что вы будете расти. Это на самом деле очень хороший знак. За короткий срок вы очень значительно подрастете. Ну, не в прямом смысле, конечно. Кто-то на работе вырастет, в бизнесе, в деятельности, в активности. А кто-то растет здоровье, да? У человека больше здоровья становится. Человек исцеляется, человек на поправку идет, человек обретает силы, да, в таком ключе. Но вырастите, значительно вырастите, это точно. Дальше, с левой стороны, показано, какой-то вы переход сделаете. Переход. Что-то, вы какой-то рубеж перейдете. Вот, рубеж своей жизни, ну, либо даже какая-то граница. Пройти границу, перейти границу. Опять же, вы все разные. Идти вы будете не одна, идти вы будете не один. С кем-то за компанию, либо в компании таких же, как вы, хороших, позитивных, светлых людей. Переход, кстати, идет очень легким. На удивление легким, простым и быстрым. Может быть, вы будете готовиться, настраиваться, кто-то вас там застращает, и вы будете думать: о боже, не получится, все будет плохо. Но когда момент сам придет, поймете, что ничего страшного нет. Ну, либо вам так повезет, и вы очень легко и быстро перейдете этот рубеж, эту границу пройдете. Опять же, вы все разные. Еще показано решение, а вот решение мучительное. Мучительное, потому что очень много людей знают о ваших мыслях, замыслах, помыслах, желаниях. И люди, каждый пытается свои 5 копеек вставить, каждый пытается, ну, лично своим мнением, убеждением, либо опытом с вами поделиться. То есть вы столкнетесь с тем, что самые близкие, доверенные люди будут говорить вам всякую околесицу. То есть один человек говорит: да, делай, все классно, 100% твое, а другой прям говорит: умоляю, не делай, все будет плохо, вот прям сердцем, попой чувствую, да, не делай. Вот, и вы в раздрае. То есть, если бы вы никого не посвящали в свои планы, мысли, идеи, и сделали бы там тихо, молча сами, все бы было идеально, все прошло бы очень быстро, легко и не болезненно. Но поскольку многие знают, и каждый вот придет и будет вас терзать и говорить: делай, другой говорит: не делай, да, и вот такая вот суета, чехарда у вас получается. Но по итогу решение вы примете. И решение, кстати, будет правильным для вас, оптимально правильным, кстати, очень удачным. Но родится это решение вот из мук. В муках оно родится. Слишком много на вас влияют, давят. Ну, как бы близкие люди, не чужие, близкие. Вот поэтому и мучительно будет. Но тем не менее, что есть, то есть. Так, ближе к венцу. Маленький дракон с левой стороны мужчине крыло подставляет. Он такой типа говорит: ну давай, залазь, я покатаю. Дракон — это вообще успех, это достижение. Особенно все, что касается работы, бизнеса, карьеры. Но здесь именно образ мужчины. Ваш мужчина, вы ли мужчина. Кататься вам на драконе, если, конечно, не побоитесь. Здесь как какая-то идеальная ситуация складывается, что вот нет помех. Да? Было бы желание, помех точно не будет. Вот. Хотите покататься, точно покатайтесь. Если не побоитесь, то явно небеса вам будут открыты. На драконе будете кататься. Здесь могут и предложить, да, предложить вам должность, предложить вам место, предложить вам заказ, контракт, да что угодно может быть. Вот, мужчину нужно в этом поддержать, сказать, что я в тебя верю, ты сможешь, ты прорвешься. Опять же, помним, что у вас тут конфликты заканчиваются, да и слон хобот вверх поднимает. Ну и также, если вы сами, мужчина, смотрите меня, поймите, что если вы не решитесь, потом жалеть будете. Вот. А дракон несколько раз подряд предлагать не станет. Это гордые создания, да.
себя они редко кому предлагают. Если такая возможность идет, почему бы и нет. Кстати, если согласитесь, вы на этом драконе в будущий год прям влетите, при параде влетите. В самом центре, в венце, у меня мужчина и женщина местами поменялись. Вот, на самом деле серьезная такая заявочка. Поменяться местами можно и в прямом смысле слова. Да? Например, если женщина все там на себе тащила, теперь они меняются местами. Мужчина не только разделяет, но и львиную долю берет на себя. Также ответственность, также в любви, да, люди могут поменяться местами. Если раньше женщина там настаивала на том, чтобы отношения были более серьезные, либо там отношения нужно узаконить, то теперь мужчина будет на этом настаивать. То есть вы меняетесь местами. От этого жизнь становится интересней, веселее, и для женщины однозначно легче. Ну, а мужчина пусть, конечно же, на себе вот почувствует эту ответственность, либо то, что он действительно мужик, он сам должен все делать, решать, добывать, женщине своей помогать. Да, пусть почувствует, ему это на благо пойдет. Это такая вот дисциплина, самодисциплина, которая действительно во благо. Вот. Ну, а женщинам, моим хорошим женщинам полегче. Явно полегче станет, а кому-то прям вообще зайдет, идеально зайдет такая ситуация. Так, и еще один маленький фрагмент, про который я должна сказать. Вижу в ваших руках меч, но меч острием, но вот лезвием вниз. То есть не в боевой этой как позиции, когда острием вверх, либо в сторону, когда вот колющий этот момент происходит. Наоборот, вот меч у вас вниз идет. То есть возможность опустить меч, возможность передохнуть. Да, вся жизнь борьба. Вот. Но в вашем конкретном случае бороться уже не нужно, либо не нужно так активно бороться. Возможность отдохнуть от нападок, не нужно там защищать себя, не нужно защищать своих близких, потому что тут все хорошо. Меч можно опустить и передохнуть. Такой момент, хороший на самом деле момент, спокойный, благополучный. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.